Алло, Алло. да? Алло, здравствуйте. Николай Семенович, да? Да-да-да. Николай Семенович, меня зовут Олеся Андреевна, я звоню из Восточного Стройбанка, департамента взыскания. Вот по поводу Ивана Петровича Тарасова. Это ваш родственник или знакомый, друг? Кто это? Ну, друг. Друг ваш, да? А вы не знаете, почему он до сих пор оплату не производит в наш банк? Уже более 2,5 месяцев на просрочке находится. Без понятия, самый ответственный мой друг. Он ответственный человек? Адекватный, ответственный человек. Странно. Почему-то мы от него никакой сейчас ответственности не наблюдаем. Последний платеж от него был уже очень давно. Он уже 79 дней на просрочке находится. Вы ему не можете никак финансовую помощь оказать? Ну, он же Эвенк. Что? Эвенк. Ну, а как это может отразиться на его платежах? Ну, он этот, как его, как вам объяснить-то? На Юрке вот садится и уезжает все время. Олени же, олени же постоянно передвигаются, им надо кушать, и поэтому он все время вот с юрты на юрту переезжает и переезжает. Вот. Видимо, из-за этого. Вот что. Ну, а вы можете ему помочь одолжить денежные средства, либо вот за него платеж произвести? Да у меня тут олени сдохли 5 штук, я вот сам в шоке хожу. Не можете помочь, да? Да. Ну, а кто у него там из родственников, кто-то дома есть? Можете с кем-нибудь связаться, либо с ним лично связаться, поговорить? Но у меня Можете? наверное, скорее всего, нет. У нас вот сейчас вот связь появилась, и скоро ее не будет через час. Но если будет, я постараюсь передать. Да вы обязательно с ним свяжитесь сегодня, либо завтра в течение дня, потому что ему в любом случае необходимо до завтра платеж произвести. Потому что мы в крайнем случае, если он до завтра по требованию банка оплату не произведет, у него 16 тысяч к оплате до завтра, тогда мы просто с понедельника будем документы готовить для передачи в судебный отдел. И уже будем, значит, разговаривать с ним в следующий раз в суде. Мы достаточно ждали оплату он не производит. Он со стойбища через неделю только может подъехать. Не понимаете, что ли? У вас, конечно, все там автобусы, машины, а мы-то на оленях. Нет, ну это понятно, но что он 2 месяца с половиной на оленях ездит? Ну, он всю жизнь на оленях сидел, вырос на оленях. Ну, чтобы с одного стойбища на другое стойбище поехать, минимум надо неделю, чтобы вот туда приехать с одной стойбища на другую. Ну, я понимаю, но 79 дней, вы поймите. Но он же выбрал время, правильно? Приехал к нам в банк, реструктуризацию себе провел. А когда кредит он брал, он же тоже, наверное, выделил время, поехал на оленях к банку. И взял кредит, правильно? Ну, это в город он добирается. Он с одного стойбища до другого стойбища это неделя, и потом до города самолетом. Это не просто так, а самолет у нас неделю один раз летает. Ну, я понимаю, но смотрите, в любом случае, даже если нет отделения банка у него, где он оплачивает платежи, сотовую связь? Ну, там же родственники должны, наверное, быть. Я откуда знаю? Иван Петрович мне друг, а я вот не знаю их родственников. Откуда я узнаю? Сейчас я... Никого не знаете, да? Конечно. Ну, в любом случае, если он с ними связывается, значит, они должны знать о том, что у него просрочка, и должны были помочь ему давно, потому что вообще вот эта ситуация данная касается не только его, но и всех родственников, потому что в дальнейшем по его вине, то, что он на просрочке находится, никто из них в течение 15 лет просто не будет кредитоваться, понимаете? Поэтому в его интересах сейчас оплатить, во-первых, потому что кредитная история портится, во-вторых, мы уже достаточно времени не ждали, уже либо будем взыскивать с него в принудительном порядке через суд, либо вот он добровольно идет, значит, до завтра и оплачивает. Я, конечно, бы к нему на стойбище поехал бы. К нему бы поехал на стойбище, но, сами понимаете, неделю для того, чтобы сказать, что это банк тебе звонил, неделю туда надо ехать. Потом обратно возвращаться. А когда вы сможете связаться с ним? Вот не знаю, как... Ну, если кто придет, и я могу отправить весточку. А так не знаю. Ну, постарайтесь хотя бы сделать сегодня, либо завтра в течение дня, потому что ситуация у него очень серьезная. Хорошо? Ага. А скажите, а номер телефона вот какой, по какому вы с ним связываетесь? Есть дополнительный какой-нибудь? Вот я
мало читаю, поэтому как-то мама с папой научили меня вот русскому языку. Я не читаю, поэтому и цифр-то не знаю. Так, понятно. Ну, в общем, информацию передадите, что у него 16 тысяч, в общем, до завтра необходимо внести. Хорошо.